Почти 8 тысячам человек из республики требуется отдых в здравницах. На всех мест не хватает. По аналитике Минздрава, сейчас, прежде чем получить заветную путевку, нужно простоять в очереди 3 года. Об этом сегодня говорили в Госсовете Коми на совещании о санаторно-курортном лечении. Каких еще важных тем коснулись, знает Виктория Денисова. Прождать в очереди 3 года. А все ради того, чтобы отдохнуть в санатории. По подсчетам Минздрава Коми, сейчас санаторное оздоровление требуется без малого 8 тысячам человек. Мест не хватает. Коррективы внесла пандемия. Наполняемость учреждений по-прежнему не должна превышать половины от возможной. По этой же причине вдвое сократилось и финансирование сферы. В 2019-м на оздоровление выделяли более 80 миллионов рублей. В этом году чуть меньше 50. Задача на сегодня – вернуть прежний объем финансирования. Если в предыдущие годы мы могли оздоровить фактически в 2 раза больше на имеющихся базах наших жителей, то в настоящее время пока ограничения по половинному заполнению санаториев не снято, то есть фактически мы можем оздоровить на базе санатория Серегова лишь половину людей, с учетом возможности максимальной заполняемости санатория. Между тем, нужда в санаторном отдыхе ничуть не снизилась, опять же из-за ковида. Среди осложнений от заболевания – повреждения легких, сердца и сосудов головного мозга, инфаркты и инсульты. Нередко остаются и симптомы – усталость, одышка, нарушение сна. Порой месяцами восстанавливаются обоняние и вкус. Потому важна постковидная реабилитация. Это именно то, благодаря чему можно поправить свое здоровье. Новая коронавирусная инфекция, она не является именно показанием для санаторно-курортного лечения. Здесь, наверное, надо будет отмечать осложнения, которые ты перенес после новой коронавирусной инфекции, например, пневмония. Конечно же, тут уже надо использовать именно санаторно-лечение, те самые фитотерапии, бальнеолечение, то есть плавание. По словам заместителя председателя правительства Коми Ларисы Карачевой, сейчас идет работа с муниципалитетами. В планах обеспечить компенсацию на часть расходов за отдых в санаториях для сотрудников социальной сферы. С главами нескольких районов уже прошли переговоры. Однозначно отвечают, что они готовы включиться, они готовы для своих сотрудников социальной сферы компенсировать часть путевок на оздоровление для того, чтобы наши граждане могли по какой-то льготной схеме ездить в наши санатории. К слову, накануне первый зампред правительства Коми Эльмира Ахмеева подписала постановление, которое вносит изменения при приеме беженцев с Украины. Пополнился перечень пунктов временного размещения людей. Теперь в этом списке социально-оздоровительный центр «Максаковка», реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья имени Морозова, новая точка и в Сосногорске, детский санаторий «Кедр». Виктория Денисова, Олег Юшков, телеканал Юрган.